Мы не поехали в Чепе, потому что до Чепе у нас еще две локации. Это долина Шаров, и вторую я точно не помню. Поэтому мы решили остановиться прямо здесь, в Таучике. Посмотрели мы эту шахту, ну и думаем, сейчас без проблем найдем гостиницу. Нифига, в этом ауле нет гостиницы. Тогда местные жители сказали: а вы ночуете в мечети? Для меня это новый опыт. Я собирался уже в мечети ночевать, но Була говорит: давай прокатимся, может на выезде будут какие-то гостиницы, кафешки. Ничего подобного мы там не нашли, поэтому Була решил, он никак не хотел спать в палатке в мечети, поэтому он начал звонить своему другу Азамату, у которого мы в Актау остановились. И его друг нашел своего друга в Таучике, к которому мы, собственно, и приехали, и у которого дома мы сейчас находимся. Вы видите? В общем, правило 7 рукопожатий, да? 7 рукопожатий же есть, да, правило? Прекрасный дом, прекрасные его дети. Смотрите, настоящее чучело. Смотрите, настоящее чучело волка. Я давно не был, не видел такое. Короче, мне кажется, он охотник. Тут вам и орел, беркут. Обалденно. Да? Унаймасаган? Унаймасаган, но? Нана кім атыстады? Кім аттым наны? Кім өлтірді мына қасқырды? Әкелерін өлтірме? Представляете? Абылай, у которого мы сейчас дома находимся, он завалил этого волка. Вы посмотрите на вот этот вот интерьер. Огромный зал. На Западе везде у всех у адайцев положено иметь большой зал. Я не знаю, это тойхана внутри, да? Снаружи обычный дом. Самый обычный, невзрачный. Что скажешь? Подлежит. Так что благодаря Буле, благодаря его связям, мы сегодня ночуем не на холоде, а в тепле. Более того, я вам скажу, Абулай там чуть ли не барана зарезал. Мне кажется, реально барана зарезал. В общем, если он зарезал барана, то у нас будет сегодня курдак. Вы только посмотрите, вон на закат в той стороне. Сегодня небо, конечно, такое же, как вчера. Не очень радужное, но тем не менее закат просто обалденный. Я представляю, что сейчас творится на Каспии, да? Вы посмотрите на этого Adventure Rider. Настоящий путешественник устанавливает гарды, тюнинг в самом путешествии. Да, собственно. Зачем это делать дома? Зачем готовиться, да? Вот он, находясь в трипе, тюнингует мотоцикл. Что у тебя еще есть? Скажи, как он не завелся только что? Кстати, да, у меня была одна небольшая проблемка. До сих пор нерешенная. До сих пор нерешенная, да. Мы ждали человека, он подъехал, сели за байки, за водем. Его завелся, он тут же уехал, а у меня, представляете, даже панель не горит. Панель приборов. Ключ поворачивать, ничего не происходит. Ёп твоя. Я в Ютубе где-то такое уже видел. Думаю, давай, что это может быть? В голове перебирать. Иммобилайзер. Но это самое страшное, что может быть иммобилайзер. Потому что если у тебя иммобилайзер сдох, то ничего не поделаешь. Кто-то говорит, что может предохранитель выбил. Потому что у некоторых приборков не показывает, но двигатель заводится, все как надо ездит. Но этот случай тоже не мой, потому что я пытаюсь завести, ничего не происходит, приборка не горит, вообще никаких признаков жизни. Снимаю сиденье, давай шевелить клемму аккумулятора, давай снимать предохранитель, который идет на силовом кабеле. Снова поставил, включаю, раз, загорается и заводится. В общем, непонятно. Будем смотреть, наблюдать, что это может быть. Тем временем, какое солнышко, вы только гляньте. Мы спали дома, но было все равно холодно. Одеяло толстое, но очень узкое. Я даже не знаю. Лучше, если бы оно было шире или толще. Время 8 с чем-то.
Я смотрел прогноз погоды, и там пишут, что Мангостауская область, 7 мая, сильный дождь, гроза, град. Неужели случится то, чего мы боялись больше всего? Вот Була говорит, что у меня противный характер и нехорошая карма. Неужели он прав? Мы это скоро узнаем. А это наш Каркуша. Накаркал, падла. Ну вот и все, ребят, что? Була уже оделся, как Арлекино. Как циркач какой-то. Вот так надо одеваться. Или вот как Абылай. Абылай Рахмет скажет. За то, что помог нам. Красавчик. Рахмет Абылай. Настоящий западный мангостауский гостеприимство. Вот так вот, ребят. Ну что, погода не очень. Сегодня синоптики передают сильный проливной дождь, гроза, град. Именно поэтому Була стал Арлекино, а я остался человеком. Поехали. Я же вам говорил, ребята, про сложности навигации. Google не работает из-за сети, поэтому приходится использовать только Maps.me. Забили геометку долины шаров. Вон там шары, вот здесь шары. В общем, сейчас мы с Булой сходим. Вот здесь вот такая вот глина. И вот сейчас Була говорит, как бы вот такой вот не было ситуации на Бозое, где мы будем послезавтра. Потому что она липнет, видали, что происходит? Он правильно сделал, что там на травке остановился. А я думаю, дай посмотрю, возьму эту гору. Сейчас уже жалею. В общем, сходим мы сейчас, посмотрим на эти шары и вернемся. Это наша сегодняшняя первая локация. Время около 10 утра. Ну как тебе такое, Илон Маск? Хочется сказать, да, но это будет не в тему. Илон Маск где и Мангостау где. В общем, вот она, долина шаров, ребят. Вы видите, все какой они округлой формы. Некоторые более четкие, чем другие. Вон там два камня вообще похожи, как на двух верблюдов. Некоторые прям идеальной формы шары. Необычное место. Непонятно, откуда оно и почему оно такое. Хотя, конечно же, здравый ум говорит, что это возможно. Просто воздействие ветра, воды, солнца, песка. Вот и все. Просто если они такой формы, то значит получается ветер здесь постоянно меняет свое направление. Вот эти формы вообще классные. Ну что, ребят, мы приехали на Атпантау. Это место, где захоронен Адай-ата. Место, где пошел малый Жуз, младший Жуз. Сейчас мы поднимемся на самую вершину, посмотрим на этот памятник. Тут, кажется, музей Адаев. Всех Адаев. У нас оттал салат, сель под шубой. Сейчас мы его едим. Боится, что отравится. Ну что, ребят, тут у нас последние сводки. Местные ребята все свои говорят, что погода ухудшается именно по нашему маршруту Бейню, Бозой, Рау.
Вот тут рассказывают о том, что дождь накрывает этот регион. мынау қатты желдің несі Ресейдегі. Будем смотреть по ситуации. А пока что поднимемся на самую вершину от Пантау, где находится этот мавзолей Адай-Ата. Откуда пошли все адайцы и весь младший жуз. Ветер тут стоит сильнейший. Волк, символизирующий древних тюрков. Возможно, факел где зажигали, сигнализирующий наступление врага и собирающий все племена для того, чтобы дать отпор. В хорошую погоду местные говорят, что даже можно увидеть Каспий отсюда через бинокль и Актау. Мы в Щерпе. Это станция здесь, он больше как станция называется, нежели город. Но тем не менее, здесь даже сеть электронных магазинов электроники Сулпак есть. Очень много учреждений, вон различные там автомойки, вон светофоры даже есть. Поэтому Щерпе это довольно-таки крупный город, можно сказать, по местным мангостауским меркам. Байк чувствует себя хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Вчерашняя история с аккумулятором или с, не знаю с чем, в общем, я подтянулся клеммой. Пока что ничего не появлялось. И надеюсь, не получится, но лучше сплюнуть. Тьфу-тьфу-тьфу. Мой номер, видите, как заживало. Вот этот хвост все так же не вернется в свое родное положение. После того, как его стрейч-пленкой обтянули. Печально. В целом, прогноз погоды. На погоду мы все время смотрим. Потому что у нас много оффроуда, а погода, как вы сами знаете. В общем, здесь мы остановились дома, чтобы пообедать. Здесь живут друзья Азамата, у которого мы были в Актау. Вот. Опять-таки связи Булы нам помогают. Красавчик. Ну что, ребят, вот она, самая главная, возможно, одна из главных культовых локаций Щер-Кала, неподалеку от Щерпе, в 18 километрах. В округе мы видим туристов, дикарей. Вон там какой-то джип-тур, большой лагерь стоит. Вот как мы подъехали сюда, дорога идет асфальтированная, потом последние пару километров грунтовочка. Була, как дела? Була говорит, у него этот ЖКТ нарушился, он срет теперь один раз в 3 дня. Я сочувствую ему, потому что очень классная погода, только что был дождь, поэтому я полностью в дождевике. Здесь дует ветер, я сейчас прикрою рукой, чтобы не задувало в микрофон. В целом настроение боевое, я думаю, сегодня мы доедем до Бекет-Ата.
Вот вам альтернативный ракурс на Шеркала. Мы сейчас находимся у Абдал-Тимр Кесенесы. Это кладбище в честь Абдал-Тимура. Вон там небольшая пещера с комнатой. Все это под охраной государства, но, блин, по вот этому состоянию кладбища такого не скажешь. Только что прошлись по мазарам. Там прям видны еще до очень древние какие-то надписи, иероглифы, петроглифы. Я даже не знаю, как это все назвать, но явно это очень-очень старое. Очень много джиперов. Вот перед нами люди уехали, 4 машины битком забитые. Да. В общем, сейчас у нас все с Шеркала. Мы покидаем эту локацию, едем на Джетбай. В Шерпе надо заправиться, у меня уже лампочка загорелась. Тут 15 километров, 20. Ну и дальше на Узень. После Узени на Бекет-Ата, думаю, до темна доберемся. Пару слов о моей крейсерской скорости. В начале маршрута скорость была 120, и тогда расход был около 5-5,5 литров. Когда же я спустил крейсерскую до 100-110 км в час, то расход уменьшился до 4,5 литров. Ну и в целом это было куда комфортнее из-за того, что не очень слабая ветрозащита у него. Итак, мы в Шерпе. Время уже 5 с чем-то, почти 6. План у нас сегодня был приехать на Бекет-Ата, но скорее всего мы туда уже не приедем, потому что дождь, из-за этого скорость будет ниже. Ну и плюс уже поздно, наверное, и зачем топить? Короче, вот сделаем кофе-брейк, пьем чай с шоколадкой. Заправка хорошая, наконец-то. Рекламировать не буду, но одна из республиканских сетей заправок. Заправились, полный бак. Восстановили силы немножко. Все, теперь можно ехать. Блин, я там дождевик снял на Шеркала, и дождь пошел. Вот. Абула говорит, не снимай, блин, вот как знал. И далее он говорит, что у меня не очень хорошая карма, потому что вот именно законы подлости часто со мной случаются. Еще в Атрау сказал друг, который, он никогда здесь дожди не бывает. Просто приехал дождь. Мы приехали на памятник, мемориал, где в 1961 году впервые дали запуск нефти мангостауской. Вот здесь написано, видите? 5 июля. Слава первооткрывателям. Вот они, бригадиры. 27, 41 человек дали старт. Прям по дороге в Занаузень находится в Джетбае. Вот он, оригинальный насос. Его просто сместили немного и поставили красивое напоминание о том, когда это случилось. 61 год, 5 июля. Вот она выглядела как раньше. Надо же. Начало нефтяной эпопеи Казахстана.